Итак, сняли переднее правое колесо. Значит, открутил 3 самореза покрылка с локера. В общем, она у меня вот так сгибается. У вас, может быть, надо будет побольше разобрать. У меня уже кто-то до меня очень сильно постарался. Здесь вот мы видим, вот он, шкив компрессора. Нам надо открутить для того, чтобы снять пластину вот эту вот приводную. Вот такие вот, попробую показать. Вот эти вот болтики, их 4 по кругу. Вот 2 я сорвал. Сейчас беру 2 воротка, головка на 19. Сейчас за колено чуть-чуть провернем, чтобы шкив провернулся, и мне были доступны еще 2 болтика. Раз. И все. И он от руки откручивается. Сейчас следующий. Раз. И оно все проворачивается как мне нужно. Вот и еще один болтик подъехал. Сейчас мы его тоже исключим из системы. О, все. Теперь их можно руками открутить. И посмотрим сейчас, что у нас получится. Вскрыли вот эту пластину прижимную. Я уже который раз снимаю. Вот она так стояла на компрессоре. Открутили вот эти вот 4 болтика. И просто дернув, она снялась. Потому что нету центральной части. Вот так выглядит новая. Вот так выглядит старая. Часть вот этой обрывной пластины, она осталась вот здесь. Вот она. Сейчас ее изымем. Деинсталируем, скажем так. И посмотрим, что получится из этого всего. На ветер деньги или нет. Вот, кстати, кто столкнется с таким, как открутить эту гайку. Вот, ключик на 17 подходит под нее, ну, под обломки. Ну вот, в общем, с помощью вот таких вот плоскогубцев, щипцов и пары матерных слов она все-таки сдалась и открутилась. Не так-то это просто было. В общем, потратил я много времени на то, чтобы открутить эту полгайку. Сейчас ее выкручу и покажу все, что от нее осталось. Ну, вот она. Это так называемая гайка. Кусок этой пластины. В общем, кое-как я ее выкрутил. Так, ну вот, я поставил новую детальку. Короче говоря, удерживая вот так вот рукой вот эту приводную пластину, кручу трещоточкой вал, и она садится, чтобы мне попасть ровно в эти отверстия. Так, ну вот, все, короче говоря, кондей у меня работает. Температура, короче, выше 83-82 не поднимается, так как второй вентилятор все время работает. Единственное, что стало, теперь надо, короче, менять подушки, потому что машину кондыбает. Наконец-то буду ездить с кондеем. Как-то так. Сейчас еще салонный фильтр поменяю, чтобы еще лучше дуло. Так, салонный фильтр, если что, находится под бардачком. Где-то вот, по-моему, вот он. Да, это он. Ну, здесь как бы это так грязновато. Как бы должно быть вот так. А тут просто капец. Раз его туда, оттуда из кассеты достаем и выкидываем. Ну и таким же макаром его туда впердоливаем. Где резкость? О, просто его туда вставляем. И все. И теперь одеваем бардачок. Короче, тут вот в эти вот пазы попадаем низом бардачка. И все. И сжимаем его с боков, чтобы вот эти вот защелки зашли туда, и все. И он там. Все. Все на месте. Новый фильтр. Теперь будем дышать чистым воздухом. Ну, скажу я вам, поток значительно увеличился прямо в ашпе. Надо было давно так сделать. Вот, все хорошо. Сейчас проверим еще задний кондей. Ну, тут уже прохладно, спереди достает. А еще можно... О, и тут прохладненько. Теперь главное не заболеть. Короче, тут можно, в принципе, только с задним кондеем ездить.
Я думаю, что мне прям задуло на меня. Нормально, короче говоря. Цена вопроса. В общем, отдал я за полную заправку кондея, там ничего не было, ни масла, ни это все мне. И масло, короче говоря, залили, и фреон 450. 1800 рублей вместе с доставкой оказалась цена на приводную муфту. И купил я еще из инструмента за 50 рублей головку на 8. И плюс еще 590 рублей за плоскогубцы, которых у меня не было. В общем, компрессор целый, но это всяко дешевле, чем 18 рублей за компрессор, плюс опять то же самое за дозаправку. Вернее, за заправку, потому что пустой у меня полностью был. Ну, прям хорошо, меня все это дело радует. А теперь буду ездить абсолютно с закрытыми стеклами. Теперь можно прибираться в салоне, потому что тут картошку можно было садить от этой пыли, от этой грязи. Вот. Ну, вот как-то так. Всем пока. Если что, компрессор у меня SIL16C. Номер на кондее 44 72 60 05 71. Как только у меня заработал кондей, ну блин, погода испортилась, короче говоря. Нифига не прикольно. В жару-то было бы прикольнее с кондиционером ездить, а сейчас хоть с включенным, хоть с выключенным.